Ну, в общем-то, конечно, это не новость, что Европейский Союз рассматривает Республику Абхазию и Южную Осетию как оккупированные регионы или территории Грузии. И совершенно не новость, противоположный взгляд о том, что Абхазия осуществила в ходе национально-освободительной антиколониальной борьбы восстановление своего государственного суверенитета, и это абсолютно признается международным правом, в частности, Декларация ООН о предоставлении независимости колониальным народам. Ну, это, конечно, более детально можно обсуждать эту тему. Но в данном случае, вот говоря об этом решении, о том, что жители, значит, Абхазии, в данном случае об Абхазии буду говорить, будут лишены возможности передвигаться по российским паспортам, ну о чем может говорить это решение? Конечно, дальнейшая тенденция не только к нарушению международного права как такового, как основы вообще для регуляции международного взаимодействия. Это уже разрушение основ международного права, потому что нарушается ключевая норма международного права – это право на самоопределение. А в данном случае, вот в случае Абхазии, целый набор позиций, которые обусловливают право Абхазии на восстановление независимой государственности, соответственно, право своих граждан вообще обладать всеми общепризнанными правами, в том числе правом на передвижение. Вот наше население лишается этого права. Хотя, как мы понимаем, европейские, значит, представители, они говорят это в контексте того, что это как бы такая своего рода ответная мера в адрес России, принудительная мера, санкционная мера и так далее. Но все прекрасно понимают, что ущерб будет нанесен именно населению нашей страны. И ущерб будет таковой, что здесь будет не только нарушение права на передвижение, но это будет и нарушением права на развитие как таковое. И здесь я бы хотела упомянуть такие хорошо известные вообще исторические примеры, которые осуждались всегда международным правом. Но то, что жители Абхазии лишаются права на передвижение и по своим абхазским паспортам, и по российским паспортам, потому что вот у нас уже принят договор о двойном гражданстве, который регулирует все вот эти отношения в рамках двойного российско-абхазского гражданства. И мы знаем, что двойное гражданство, оно существует у многих стран в мире, и это абсолютно легитимный такой институт. Но в нашем случае, значит, непозволительно гражданам Абхазии иметь второе гражданство, российское гражданство, и пользоваться им. Хотя по абхазскому паспорту совершенно ясно, что осуществлять какие-то жизненные функции, такие как передвижение, такие как торгово-экономические контакты, даже такие потребности, как, допустим, лечение в определенных лечебных центрах за границей. Это прямая угроза вообще жизни человеку. И в данном случае получается так, что определенная часть, в нашем случае это народ Абхазии, он оказывается в ситуации сегрегации. То есть это дискриминация по определенному политическому, этническому признаку. И мы знаем, что это очень осуждается международным правом вообще, классическим международным правом, которое существовало после 1945 года. Кроме того, я бы хотела обратить внимание, когда я говорю, что такого рода решения, они вообще
лишают нас права на развитие как таковое. Это решение, оно фактически предумышленно создает вот такие жизненные условия, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение вот такой социальной группы или вот такого населения определенного государства. Поэтому я сейчас процитировала, кстати говоря, статью 2, пункт С из Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Эта конвенция была принята вот в числе первых основополагающих документов, когда создавалась ООН, в 1948 году была принята. И вот здесь как раз в этой статье вот четко написано, что геноцидом считается не только намерение к физическому уничтожению, тем более прямое физическое уничтожение, а мы прошли через этот этап. Прекрасно все знаем в течение 100 лет, какую политику геноцида системного осуществляла Грузия в отношении нашего народа. Но вот в конвенции в пункте 2, в статье 2 пункт С, процитирую еще раз, пусть вдумаются те, кто создают такие законы и такие решения на Западе. Значит, гласит эта статья следующее. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее. Потому что мы все понимаем, что в условиях сегрегации, в условиях фактически режима резервации, который нам предлагают создать вот западные демократы, так называемые, выживать вообще населению очень трудно, тем более выживать населению с очень четкой самоидентификацией. Самоидентификация как представителей независимого абхазского государства. Я считаю, что вот вообще это решение, оно фундаментальный вообще ущерб наносит всей структуре международного права. И мне кажется, что необходимо об этом очень громко говорить. Наверное, осуществляется сейчас мечта Звиада Гамсахурдия. Я напомню, что перед войной Звиад Гамсахурдия руководил известной такой организацией, которая выступила с открытым обращением, и там говорилось о том, что вот для абхазов, значит, нужно создать специальные округа в Гудаутском районе наподобие резервации. Это был конец 80-х годов. И фактически вот вся эта линия, она продолжается. Я считаю, что очень важно озвучивать вот все вот эти вопросы в контексте международного права, в контексте обоснования вообще права Абхазии на восстановление своей собственной государственности и независимости, более четко и на широких международных площадках, и в России в том числе мы видим, сколько сейчас происходит интересных таких вот форматов различных. Мы должны более активно работать. Лейла, вот в Совете ЕС отметили, что некоторые страны Евросоюза по отдельности уже решили или находятся в процессе принятия решения не признавать вот эти документы, да, паспорта, которые будут выдаваться на этих территориях. Как же вот этот гуманный принцип, права человека и прочее, о чем так громко и постоянно говорится? Он фактически уничтожается. Уничтожается право на определение, уничтожается суверенное равенство государств, потому что решение о выдаче гражданства и вообще политика в сфере гражданства – это суверенное право каждого государства. Никто не имеет права вмешиваться вот в такие внутренние вопросы для каждого государства. И я приведу в пример, например, Косово. Да, это уже все прекрасно знают, что Косово не только участвует в работе различных площадок ООН, и даже участвовала в работе Совета Безопасности ООН косовским. Хотя Косово, как мы знаем, не является членом ООН и не признано абсолютным большинством государств. Вот. Более того, сейчас идут даже такие процессы отзыва признания Косово.
Вот. И, конечно, это двойные стандарты, но мне кажется, надо более четко, более принципиально озвучивать все вот эти свои возражения. Тем более, вот в случае с Абхазией у нас такой набор аргументации, сильнейший набор аргументов, и мы как бы все-таки недостаточно четко и принципиально озвучиваем все вот эти аргументы, даже на уровне вот российских каких-то мероприятий. Мне бы хотелось, чтобы и там звучали наши аргументы погромче, чтобы наш стратегический союзник использовал эту аргументацию, потому что в данном случае наши интересы совпадают абсолютно. Аргументация независимости Абхазии и ее признание со стороны России. Вы слушаете радио